Прежде всего, Надежда Юрьевна, я бы хотела поздравить вас с днем рождения от всей редакции ГТРК, пожелать вам творческих успехов, счастья, процветания и благополучия, и всего вообще наилучшего. Большое спасибо, что нашли время для беседы. Разрешите мне, во-первых, сказать спасибо и передать это всей стране. А то столько пожеланий моя скромная персона вряд ли выдержит сразу. Начнем с одного из самых интересных вопросов. Это ваш творческий путь. Он действительно большой, очень интересный, я бы даже сказала, захватывающий. А как бы вы сами его охарактеризовали? Вы знаете, я человек солнца. Когда меня привезли в Абхазию, мне было 1,5 года, была середина июля, и было самое ослепительное солнце. И меня привезли из разрушенного во Второй мировой войне Новгорода, такого довольно сумрачного. И вот это ощущение солнца и этой блистательной зелени, видимо, настолько поразило мой мозг, что я до сих пор человек солнца, и когда я работаю, вот солнце внутри меня, не только снаружи. И поэтому мне кажется, что вот какая-то такая чувственная сочность моей прозы, она идет вот именно от абхазского солнца. Потому что без него я как-то, в общем, не думаю, чтобы так работало. Ну, естественно, когда ты начинаешь писать, там я 8 лет начала писать любовную повесть. Сейчас смешно вспомнить, конечно. Вот. А с возрастом я пришла к мысли, что очень важна для человека культура общения с собой. Вот я подчеркиваю, именно культура общения с собой. Она включает и культуру общения с окружающим пространством, с людьми, с городом, в котором ты живешь, со страной, со всем миром и так далее. Но в основе лежит вот это умение осознавать, и радоваться или печалиться. И мне кажется, что моя проза, вот основная тема моей прозы, именно культура общения с собой. Это касается и персонажей. То есть я все время пытаюсь прописать их внутреннюю жизнь, их внутреннюю реакцию. И мне кажется, что вот как раз значимость моих вещей именно в этом, в том, что внутренний мир человека настолько полон, всеобъемлющ, настолько интересен, своеобразен и неповторим. Мне кажется, вот это главное. Невозможно не задать этот вопрос. А какой вы видите свою, так сказать, конечную цель устремлений, вот тот самый ультима Thule, к которому очень хочется добраться? У меня всю жизнь была прекрасная память. Очень объемная, очень точная, и это, конечно, большой плюс для автора, для журналиста, вообще для человека, потому что ты можешь оперировать большими объемами информации. Я, например, когда закончила роман «Сухумский отшельник», я еще 8 месяцев помнила каждую фразу. Ну, с возрастом, конечно, эта память ухудшилась, но, понимаете, вот то, что я, помню, как, наверное, все люди, всю свою жизнь и происходящее с окружающей средой, с людьми, с природой, с политикой и так далее, это все позволяет мне осознать жизнь как субъекту, как личности. Мне кажется, что когда человек с этой точки зрения пытается проживать свою жизнь, он более объективно воспринимает реальность. Он не позволяет промывать себе мозги. Он не позволяет манипулировать собой. То есть мне кажется, что я достаточно ответственный гражданин, благодаря вот тому, что у меня есть культура общения с собой. Вообще вот относительно творческого пути, мне кажется, любого пишущего человека есть какая-то точка отсчета. Очень многие писатели пришли в эту профессию с журналистики, как, например, Максим Горький, кто-то с поэзией. А ваш путь? Насколько мне известно, вы долгое время работали библиотекарем. Да, я по профессии библиограф универсального профиля. Вы знаете, на самом деле вот эта внешняя биография для многих не так значима. Конечно, когда ты где-то работаешь, в том числе и в журналистике, ты накапливаешь жизненный опыт. Но изначально творческий импульс идет не оттуда. Просто у меня еще вот в детском саду, я помню, в средней группе я первый раз осознала себя. Это было в Синопском парке, который тогда был в поре блестящего расцвета, и там
бегали все дети, 2 воспитательницы стояли, разговаривали. И я впервые увидела мир другим взглядом, внутренним. Не вот этим внешним, а именно внутренним. И это было такое наслаждение, и вот из этого все идет. Я всегда знала, что я буду писателем. Это приходит очень рано. Понимаете, ты получаешь от этого настолько высокое и объемное наслаждение, что все остальное не так важно, и поэтому ты многим жертвуешь. Это просто постоянная внутренняя работа. Ты даже вот автоматически, я, предположим, разговариваю с вами, да, я всех троих держу, это вот такая уже профессиональная привычка, как бы в поле такого заднего внутреннего обзора, запоминаю какие-то там жесты, привычки. Это все складывается в твою память, и потом, может быть, используется, может быть, и не использовано, а часто и используется. То есть это идет от непосредственной встречи человека, автора с жизнью. Это просто ты пытаешься осознать жизнь, и вот это осознание и вербализация происходящего, то есть выражение его в словах, оно доставляет тебе такой кайф. Вот я, например, когда писала роман «Полдень. Жизнь как автор», я 4 месяца писала, это была весна, и все 4 месяца у меня внутри было ослепительное солнце. Что такое для вас моральный долг автора, писателя и, например, журналиста? Вы знаете, человек должен стремиться к объективности, и автор, и особенно журналист. Знаете, общество только тогда может развиваться без особых передряг, когда в стране есть вот, свобода слова, и все участвуют вот, в обсуждении, основные хотя бы акторы, не все склонны к тому, чтобы в этом участвовать. Понимаете, и на журналисте тут лежит особая ответственность, потому что нельзя руководствоваться своими симпатиями и антипатиями. Есть, конечно, люди, которые мне по-человечески неприятны. От этого никуда не денешься. Но если они делают полезное дело, я всегда готова это признать и написать об этом. И в то же время есть люди мне приятные, но вдруг допустившие что-то не то, об этом тоже нужно писать. Понимаете, надо быть честным перед собой и перед обществом, в котором ты живешь и существуешь. И в то же время я вот как оптимист, когда я вижу, что, предположим, я не в чистом виде журналист, я скорее что-то среднее между журналистом и писателем, я вижу, что какое-то вот такое уныние в обществе. Я возьму и напишу что-нибудь такое вдохновляющее, приятное человеку, чтобы он понял, что не все так ужасно, как ему кажется. Тем более, что я, благодаря своей памяти, неплохо знаю мировую историю и отдаю себе отчет в том, что ни один народ не приходил быстро, что все очень долго мучаются со всякими там войнами, дворцовыми переворотами и так далее. Вообще, если знаешь мировую историю, так и вспоминаешь об этом, иногда становится страшно. И мне кажется, что в Абхазии, во всяком случае, и, может быть, из-за того, что она маленькая, и когда говорят, что ой, вот у нас, ой, у нас более-менее идет развитие. У нас есть свобода слова реальная, которой уже давно нет на большей части постсоветского пространства, скажем так. Вот. У нас есть разные мнения. А то, что мы развиваемся не так быстро, как хотелось бы, к этому есть объективные обстоятельства. Вы знаете, в современном мире, где все взаимосвязано, быть столько лет в блокаде – это чрезвычайно мешающее обстоятельство, понимаете. И в то же время уровень жизни у нас не такой плохой, как некоторым кажется. В целом, благодаря вот некоторым обстоятельствам, вполне нормально мы развиваемся, просто вот эти ни туда, ни сюда, вот эти блокадные обстоятельства мешают развиваться. И у нас, мне кажется, что вот наша интеллигенция, особенно экономического профиля, она недооценивает то, что она могла бы сделать для развития
так называемых простых людей, вот в смысле менеджмента. Нам катастрофически на всех уровнях не хватает нормального, грамотного менеджмента. В вашем сборнике эссе Цезаря Венедиктова есть непосредственное произведение Цезаря Венедиктова, где вы задаете такой риторический вопрос о том, кто наслаждается жизнью больше, политик или автор, и вы ведете некий такой своеобразный виртуальный спор, я бы сказала. Если резюмировать, на ваш взгляд, кто же все-таки получает больше наслаждения от жизни? Ну, поскольку я не политик, а художник, то я, естественно, думаю, что я. Ну, вы понимаете, я когда начала это писать, я тоже с большим кайфом это писала, потому что Цезарь, ну, во-первых, нужно было выбрать крупную фигуру, у которой есть реальные достижения и реальные переживания. Это был многогранный очень человек. Мне просто хотелось показать, опять же, вот эту разность между людьми и многомерность жизни. Понимаете, вот я, предположим, иду, да, по какой-то Сухумской улице, и там есть знакомые лица, незнакомые лица. И мне кажется, что я чувствую вот эту многомерность. Это, понимаете, я от этого кайфую. Вот именно от многомерности жизни, от того, как вот это все по-разному. И встречаю знакомого, вот я сразу вот в его историческую глубину залезаю. Ну, вот мне многомерность жизни, разнообразие доставляет колоссальное удовольствие. Вы понимаете, именно в противопоставлении очень часто вот многомерность жизни раскрывается. Вот когда у вас есть, предположим, один друг оптимист, а другой пессимист, вам обеспечена очень глубокая шкала переживаний. И вы понимаете, и это истина, и это истина. То есть никаких устоявшихся штампов, которые вот наглухо бы прикрепляли отдельного человека, отдельную личность к чему-то, нет. Вот можно думать, что он пессимист и вообще так мизантроп, а потом вдруг и в каком-то период из него такая и нежность к собачке, там, к дереву и так далее. Вообще надо уметь наслаждаться своей жизнью, и вот писанина очень этому помогает. Вы говорили, что автора вдохновляет жизнь. Поговорим, в общем-то, о жизни. Расскажите, что вас радует ежедневно? Ну, вы знаете, у меня довольно специфический способ существования. Я там встаю с утра, час делаю зарядку, потом иду на море, там делаю зарядку, купаюсь. То есть я начинаю свой день с Сухумского залива. И вы знаете, вот это колоссальная подпитка. Одно дело встать утром, там умыться, выпить кофе, видя стенку перед собой, после этого идти на работу. А тут, когда ты уже так раскачал себя, и потом выходишь, и ты видишь горизонт, небо, море. Иногда, например, даже в феврале бывает такое спокойное море, что если бы не температура, вообще можно было бы подумать, что июль или август. Вот. И вы знаете, вот это единение с водой, с заливом, и там, я не понимаю, когда вот иногда люди говорят, что вот на юге все время одна и та же картинка. Но это только признак того, что человек не наблюдателен, и практически одинаково даже море не бывает каждый день. Понимаете, вот все время что-то меняется. И когда ты выходишь, и вот это над тобой огромная слепящая чаша неба и залив, когда я неплохо знаю его историю, ты сразу от своей частной жизни как бы вступаешь в общемировой поток. Потом, знаете, мне всегда вот с детства были интересны люди, и когда с возрастом ты накапливаешь знания очень многих человеческих черт, и ты знаешь, что ты можешь помочь кому-то стать немножко лучше. Тут что я имею в виду? Что есть люди, которых вот с детства не воспитывали, что надо соотносить себя с окружающей средой, скажем, вот так простенько. Да, вот, предположим, вот я иду по городу и вижу, какой-то козел очередной свой джип запарковал прямо на автобусной остановке. Если я этого человека знаю, то как-нибудь не обязательно в этот раз, в следующий раз я могу сказать, что вот... И очень часто люди просто не понимают, что они кому-то мешают. Вот. И поэтому какая-то часть моей жизни заключается в том, что я по мелочам вот пытаюсь людям объяснить, что надо соотносить себя. И некоторым это очень нравится, вы понимаете. Вот у меня есть несколько случаев, когда люди
в общем-то, очень цивилизовались. Они просто не знали, как это сделать. Им никогда не объясняли, что нужно соотносить себя с пространством, чтобы другим было комфортно. Вот. Поэтому надо делиться тем знанием, которым у тебя есть. То есть, вот как бы жизнь проходит в этом. Я у кого-то учусь чему-то, кому-то тоже могу свой передать опыт. Я думаю, все знают, что нас во многом формирует наша семья. Да. Может, вы расскажете немного о своем детстве, о каких-то самых ярких моментах? Мне повезло с семьей. Меня во многом воспитывала бабушка, потому что мать с отцом жили в Новгороде как молодые специалисты, и отец там был начальником телевизионной вышки, и жили в полуподвале. Когда она приехала сюда со мной и увидела вот это все, а бабушка была юрисконсультом Сухумского физтеха, значит, она у меня очень такая роковая женщина, в отличие от меня, она трижды была замужем. Тогда она жила со вторым мужем, который тоже какое-то время меня воспитывал. Он даже был знаком с Борисом Пастернаком, тоже какие-то стихи пописывал. Потом она от него ушла к своему третьему мужу, который был главбухом СФТИ. Это был чрезвычайно деликатный человек. Я никогда в мужчине не встречала такую деликатность. И это меня многому научило. Вот. Мой отец делал вот приборы связи для космоса и атомных подводных лодок. Это был педант, значит, которого был просто, вот он был помешан на порядке. И с одной стороны, мы с братом, конечно, не очень благосклонно к этому относились. Но, с другой стороны, он приучил нас к системности, понимаете. И у него была очень хорошая библиотека, причем библиотека, мои разнообразные интересы заложены именно библиотекой отца. Потому что там были и книги по кибернетике, и книги по католицизму, и по исламу, и так далее. И лучшая переводная литература он всегда покупал, но часто ездил в командировки, и всегда заходил в книжный магазин и привозил. Вот. Мама меня очень любила астрономию. Она была компьютерщиком, еще работала на первых таких двухэтажных компьютерах в институте. Я даже помню, как когда мы начали изучать астрономию, я пришла домой и говорю: мам, как это бесконечность? Я говорю: я не понимаю. Она говорит: да наоборот, а вот ты представь себе, как вот все, конец, а дальше что? И меня сразу щелкнуло и так далее. То есть, понимаете, родители выполнили свою миссию, они позволили мне развиваться, так, ну, они не нажимали ни на что. Вот я, например, в 5 классе собирала транзисторные приемники под влиянием отца, но потом вот я уже совсем занялась писаниной, отошла от этого. То есть достаточно разнообразно. У нас был свой теннисный стол, у нас с братом были велосипеды, мы много путешествовали на автомобиле. Вот. То есть в этом смысле вот и мне как раз повезло, потому что очень многое было заложено вот именно семьей, и, конечно, значение семьи для человека очень велико. Это большое преимущество, когда ты вырастаешь в семье, которая обладает широкими знаниями, интересами, и они все закладывают. Личный вопрос, если вы не хотите отвечать, скажите заранее, извините. Да. Насколько известно, у вас нет детей, я могу ошибаться. Да, нет. Я не могу спросить, почему, мне кажется, это будет некорректным, но, может быть, в какой-то момент вы думали об этом? Вы знаете, когда мне было 11 лет, я заболела туберкулезным менингитом. И мне повезло тоже, что тут очень вовремя это заметили. И отправили меня в Москву, я 2 года там провалялась. И при мне там дети умирали. И вот этот менингит, с одной стороны, он расширил мою внутреннюю оптику. То есть меня из одной среды в чужую, и мне там пришлось осваиваться и так далее. И, то есть он, в этом смысле он был позитивным явлением. С другой стороны, всю жизнь меня преследуют головные боли, именно постменингитные. И в этих условиях, конечно, у меня были увлечения и романы. Немного, но были. Конечно, я знаю, что такое любовь и так далее. Но как ответственный человек я всегда понимала, что я семью не потяну. И я выбрала, что я буду писать.
Для того, чтобы сочетать это, ну, это нужно иметь просто колоссальное здоровье. Еще раз извините за вопрос, спасибо большое за ответ. Давайте поговорим еще немножко о вашем творчестве. Вы сейчас над чем-то работаете? Мы сейчас с Архипом Лобахо заканчиваем книгу под названием «Наедине с Сухумом», в которой мы пытаемся показать, как художник и литератор участвуют в жизни родного города. И вот и наши мысли по этому поводу, что нам удалось сделать и так далее. И получается очень интересно. Я думаю, что мы, наверное, через несколько месяцев закончим, потому что Архип сам там макетирует, очень интересно получается. И мы надеемся, что вот эта книга как бы послужит примером для других, чтобы они тоже могли вот рассказать, вот, как они участвуют. Понимаете, вот такого проекта еще никогда не было. Да, я сейчас пишу очень сложный рассказ. Там главный герой женщина, она археолог. Понимаете, вот когда я, предположим, читаю Анну Каренину. Анна Каренина – прекрасный роман своего времени. Но сейчас, с современной точки зрения, заканчивая читать, ты обнаружишь, что ты об Анне Карениной не знаешь ничего. Мы только знаем чисто внешнюю канву ее жизни. Вот она вышла замуж за человека старше себя, она его не любила, потом она встретила, полюбила и так далее. То есть никакой внутренней жизни, индивидуальности мы вот сейчас это уже не канает. Сейчас, вот, во всяком случае, для меня, как для читателя, гораздо интереснее не вот эти внешние подробности жизни, вот, а вот то, как человек реагирует на жизнь, как он справляется со своими стрессами, со своими чувствами, с необходимостью что-то делать, выходить. То есть вот та внутренняя жизнь. И вот тут я пытаюсь как раз усложнять это все и показать, что у человека внутри такая вселенная, и надо это знать. Завершающий вопрос. Что бы вы назвали главным лейтмотивом своего творчества? Вот такой главной жизнеутверждающей, может быть, мыслью, которую вы бы хотели донести до читателя? Главное – это культура общения с собой. Вот я пытаюсь до читателя донести, что если ты грамотно общаешься с собой, ты, как правило, более успешен, ибо и ты меньше вреда наносишь и близким людям, и окружающей среде, и обществу. Если ты грамотно общаешься с собой, ты можешь усилить свои положительные стороны, ты можешь как раз, наоборот, снизить отрицательные стороны. Понимаете, очень часто люди ругаются, потому что вот они раздражены и так далее. Человек, который, так сказать, обладает хотя бы минимальной культурой общения с собой, он может поругаться. Но уже через полчаса он понимает, почему, откуда, что это пришло, что вынудило, что, как, и реакции другого и так далее. Понимаете, ты начинаешь более грамотно жить. И ты более ответственно воспринимаешь происходящее, и ты можешь помочь другим иногда даже просто какой-то шуткой. Древнегреческий мудрец сказал 2500 лет назад: «Познай самого себя». И это остается актуальным, просто человек все время усложняется. Вот. Усложняется жизнь. Вы посмотрите, какие возможности. Ты вообще можешь объездить весь мир и познакомиться с разными культурами, вот, с разными способами существования, и ты все это должен внутри себя перелопатить, привести к какому-то приемлемому такому варианту и понять, что твой собственный способ существования, он нужен тебе, но он должен сочетаться гармонично со всеми другими. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.